Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. Пусть Аллах сделает это время до намаза полезным, баракатным для всех нас. И сегодня хочу сделать напоминание, которое касается поминания Всевышнего Аллаха, зикр. Именно зикр является одним из лучших видов поклонения. И мы знаем, в основе каждого поклонения, чем больше зикра, то есть чем больше во время поклонения мы поминаем Всевышнего, восхваляем Его, восславляем, тем ценность этого поклонения будет выше перед Всевышним. И, конечно же, баракат и результат этого поклонения будет лучше. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда его спросили, кто из двух постящихся лучше перед Аллахом, посланник Аллаха сказал: тот, кто больше поминает во время поста Всевышнего Аллаха. И когда спросили, кто из двоих выплачивающих закат, кто лучше, посланник Аллаха сказал: тот, кто больше поминает Аллаха, то есть во время заката. И когда спросили, кто из муджахидов, которые сражаются на пути Аллаха, лучше, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто больше поминает Аллаха. Поэтому, какое бы поклонение ни было, в основе этого поклонения идет поминание сердца. То есть признание сердца, что ты раб, он твой Господь. И это все отображается, воспроизводится на нашем языке. То есть мы должны поминать, восхвалять Аллаха. И поэтому Аллах, когда вменил в обязанность мусульманам совершать намаз, и не только нашей умме, мы знаем, все пророки совершали намаз, и Аллах приказал Муса, алейхиссалям, совершать намаз, и сказал: «Ва акимис салата ли викри», выстаивай свой намаз ли викри, чтобы поминать меня. Поэтому в основе каждого поклонения идет зикр. И нельзя зикр представлять только вот берем мы щетки, тасбих, после намаза 33 раза субханаллах, 33 раза альхамдулилля, утром, вечером зикры, субханаллахи вальхамдулилляхи валя. Это прекрасные слова, которыми восхвалял Аллаха сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но нельзя ограничивать зикр, это великое поклонение, только отдельными словами. Если кто-то думает, что зикр это вот собираться где-то, поминать Аллаха, то, что вот сейчас я вам говорю, о ком? Об Аллахе, это зикр. То, что вы меня слушаете, это зикр. То, что мы где-то собираемся, может быть, у кого-то дома, в гостях, в кафе, и просто говорим про какой-то хадис, про какой-то хукм, решение фикха, обсуждаем порядок тахарата или еще что-то, это зикр. Это зикр. То, что мы садимся, уединяемся, читаем книгу, это зикр. То, что мы иногда сподвижники просто садились без книг, без ничего, и просто сидели, думали. Просто думали. И когда к ним обращались, салям давали, они говорили: я вот уже до судного дня дошел. То есть он просто сел и начал представлять, как он умирает. Как ангел смерти приходит к нему. То есть все это основываясь на те знания, которые он... Это не мечты какие-то придуманные, а хадисы. Когда ты изучаешь акиду и знаешь, как человек умирает, как ангел смерти забирает его душу, потом куда поселяют эти души, как приходят ангелы, когда мы будем в могиле, то есть как происходит наказание в могиле, блаженство могил. То есть вот через все это он сидел, проходил своими мыслями, и когда его прервали, он сказал: вот я до сирата дошел, не до судного, до сирата. То есть он уже прошел судный день, вынесли
весы. Вот поэтому это все зикр. И мы должны жить в этом зикре. Каждое мгновение. Любой, ученые говорят, любое мгновение, которое ты проводишь без поминания Аллаха, это против тебя, а не за тебя. Это против тебя, а не за тебя. Поэтому вся наша жизнь это зикр. Когда мы заходим в мечеть, заходим правой ногой. Любое великое место, чистое, хорошее, добротное место, мы заходим правой ногой. Выходим левой. Это первое. Второе, когда мы заходим в мечеть, сначала мы говорим бисмилля. Мы говорим бисмилля. Любое благое дело мы начинаем с именем Аллаха. И когда мы начинаем с именем Аллаха, Аллах дает баракат в этом деле. То есть мы, здесь тоже зикр. Это не просто привычка такая. Сел, бисмилля сказал и съел. Нет. Ты садишься и поминаешь имя Аллаха. Бисмилля, то есть именем Аллаха. Ты должен это через сердце провести. Поэтому заходим в мечеть. Бисмилля, именем Аллаха. Потом следующий этап. Мы говорим салават. Воздаем салават за пророка. Это сунна. Когда заходим в мечеть, выходим в мечеть. Бисмилля, бисмилля. Можно сказать Аллахумма салли аля Мухаммад. Можно сказать бисмилля вассаляту вассалям аля расулилля. Потому что салават за пророка – это великое благо для нас. Аллах дал нам возможность делать дуа, вот так можно сказать, воздавать салават за нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И ангелы доводят эти приветствия. Это ты салям даешь пророку. Вот как, например, увидел брата, младшего братишки твоего какого-то близкого знакомого. Ты с ним здороваешься, говоришь, как твой брат поживает? Машаллах, альхамдулилля, салям ему передай. И иншаллах этот брат, его братишка, берет на себя ответственность, аманат, передать этот твой искренний салям кому? Его брату, твоему другу, и тот обрадуется, иншаллах. Вот так же, каждый раз, когда ты салават говоришь, ангелы берут аманат на себя. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, какой бы части земли верующий, если он будет приветствовать меня, ангелы, специальные ангелы забирают этот салям и доводят до меня. Вот представьте себе, каждую секунду сколько салямов принимает наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он видит, это его умма. Мы знаем по акиде, пророки, они даже если умирают, они живы. Они поклоняются в могилах. Поэтому сколько раз пытались откопать могилу пророка. Историю знаете, да? То есть увидеть, живой он или нет. Поэтому правители, они издали указ залить бетоном. Это сколько лет уже было так? Поэтому пророки, они живы. И они поклоняются Аллаху. И любой наш салават, он доходит до пророка. Это первое. Второе, в знак благодарности за то, что ты не забываешь самого любимого пророка Аллаха, Аллах 10 раз воздает тебе салават. Сам Аллах, за то, что ты один раз воздал салават, Аллах 10 раз тебе отвечает. 10 раз. Если ты 10 раз салават, получишь от Всевышнего 100 раз. Поэтому Аллах возвращает тебе в 10-кратном размере. Это второй момент. Поэтому заходим, выходим, салават. Разные виды можно. Аллахумма салли аля Мухаммад можно. Можно просто вассаляту вассалям аля расулилля. Кому как удобно. Дальше третий этап. Есть специальная дуа при входе в мечеть. И есть специальная дуа при выходе с мечети. То есть, получается, по сунне, когда мы сказали бисмилля, вассаляту вассалям аля расулилля, мы обращаемся к Аллаху и просим у Него что-то. И по сунне, когда мы выходим, тоже просим у Него что-то. Давайте разберем быстро. Когда мы заходим, какие слова мы говорим? Аллахумма, о Аллах, ифтахли.
Аллахумма фтахли, то есть, о Аллах, открой мне, аш миңа, абуаба, двери, рахматик, твоей милости. Я Аллах, миңа рахмат ишиклярыңны аш, открой для меня врата своей милости. Это дуа, которым обращался к Аллаху, посланник Аллаха и учил нас. Поэтому, кто не знает, найдите, Google Хазрат вам поможет, выучите это и сделайте себе привычкой, я не знаю, не привычкой даже, а образом жизни. Превратите это в часть вашей жизни. Каждый раз, когда заходите в мечеть, делайте это дуа, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям так делал. Когда выходим, идет другая дуа. Аллахумма инни ас'алюка мин фадлика. Форма другая. Но ма'на, перевод практически тот же. То есть, о Аллах, я прошу тебя мин фадлика, твоей милости. Заходим, Аллахумма фтахли абуаба рахматик, открой для меня врата своей милости. Выходим, Аллахумма инни ас'алюка мин фадлика, я прошу у тебя твоей милости. Почему разные дуа, а значение практически одно и то же? Заходишь, просишь милость, выходишь, просишь милость. Ученые говорят, посланник Аллаха никогда не менял слова, чтобы просто они звучали красиво. Он не был поэтом, но его слова были намного лучше, чем слова поэтов. Намного красивее. И если он, заходя в мечеть, просил рахма, в арабском языке милость, да, открой для меня рахма, рахматик, то есть двери своей милости, когда выходил, он использовал другое слово, синоним, можно сказать, рахма, фадлюн, то есть тоже твой рахма. Ученые говорят, секрет этого заключается в том, что в Коране, когда Всевышний говорит про дары, ни'ма, вечной жизни, ахира, то используется больше слова рахма. Почему? Потому что когда ты идешь в мечеть, ты зачем идешь в мечеть? За дунья. Ты идешь в мечеть, чтобы совершить намаз. То есть ты преследуешь, когда заходишь в мечеть, ты преследуешь вечную жизнь. Тебе нужно совершить намаз перед Аллахом. А когда выходишь, у тебя намерение какое? Вот салям дал, зикр сделал, и ты спешишь. Смотришь на часы, кто-то быстрее спешит, кто-то помедленнее, потому что жена сказала, надо купить вот это. Это нормально. Потому что детей надо забирать со школы. Потому что у меня там совещание, надо успеть. Ты преследуешь что больше всего? Дунья. Когда заходишь, перед тобой цель – вечная жизнь, а когда выходишь – мирская жизнь. И в этом благо, и в этом благо. Будахаир, будахаир. Но смотрите, когда Аллах дает тебе вечную жизнь, рай, прощение, аджр, награда, Он дает тебе по своей милости, рахма. Поэтому ты говоришь, открой для меня врата своей милости, рахматик. А когда Аллах говорит про дунья, Аллах использует другое слово в Коране, фадлюн. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, и когда совершится джумга, намаз, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, идите все. Аллах говорит, разбежайте, вам нужно все идти. Идите, ступайте по земле, وَابْتَغُوا, и ищите мин фадлилля, ищите милость Аллаха. Аллах здесь использует слово фадлюн. То есть дунья проходит через фадлюллах, а ахира приходит через рахматуллах. Поэтому, когда заходим, мы просим рахматуллах, прощения, награды, чтобы намаз у тебя был качественным, чтобы Аллах принял этот намаз. А когда выходишь, тебе надо ребенка с садика забрать, тебе надо домой что-то купить, тебе надо совещание провести. И поэтому что просишь у Аллаха? Дунья. Ты говоришь, о Аллах, дай мне эту дунья. Поэтому говоришь, Аллахумма инни ас'алюка мин фадлика. Поэтому птица всегда имеет два крыла. Есть ахира, она нам важнее для нас.
Она важнее. Мы живем ради ахира, не ради мирской жизни. Но мы не пренебрегаем мирской жизнью. Аллах говорит, не забывайте свою мирскую жизнь. У нас есть, там ждут наши обязанности. Там твой коллектив тебя ждет. Там твоя семья ждет. Там у тебя есть свои обязанности, обязательства какие-то. Ты должен их выполнить. Ты обещал джумга сделать, а потом быстрее вернуться куда-то на работу, в какую-то организацию. У тебя встреча, ты должен решить какие-то проблемы. Это тоже святое. Если не нарушаются границы Аллаха. Поэтому заходим и говорим: Аллах, открой для нас ахира. Дай нам вечную жизнь. Аллахумма инни ас'алюка, Аллахумма афтахли абуаба рахматик. Выходим. Аллахумма инни ас'алюка мин фадлик. Мы выходим в дунья и говорим: открой мне, отдай мне эту дунья. И Аллах отдаст тебе. Поэтому все по воле Аллаха. Все надо просить у Аллаха. И некоторые сподвижники, они даже, когда искали соль, вот она, щепотка соли, да? Когда они искали соль, чтобы сделать еду вкусной, они просили у Аллаха помощи. Поэтому в преданиях говорится: проси у Аллаха даже щепотку соли для твоей еды. И проси у Аллаха сена для твоего осла. То есть вот тебе надо накормить себя, вот тебе соль нужна. Даже, может быть, основная еда, вот эту соль даже у Аллаха попроси. Тебе нужно ишака своего или овцу накормить, скотину. Проси сена у Аллаха. Поэтому все надо просить у Аллаха. И дунья, и ахира. И иншаллах Аллах нам и дунья даст, и ахира даст. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.